Вот они плавают здесь, гасятся. Ну, да, пересчитать вас будет трудно. Язи, окуня. О, сбаламутили, и теперь даже не видать ничего. Ну ничего, возьмем сачок, подсак и будем ловить. Друзья, всем привет! 2 июля 2022 года, и мы опять в рейс. Ну а если мы в рейс, то значит обязательно на обратном пути мы попробуем порыбачить. Вчера у нас было 1 июля, вчера к нам вернулось опять лето, потеплело, дождей вчера не было, и вчера был знаменательный день рождения моей дочери. Приехала моя дочь, студентка, вчера мы погуляли на дне рождения. Ну, кто-то гулял в полную катушку, на полную катушку, кто-то такие, как я, так как сегодня на работу в полсилы, можно так сказать, погуляли. Ну, а сегодня в рейс, и погодка у нас намечается, походу, опять веселая. На севере идет темень, на юге у нас тучи. Ночью был дождичек, в общем, дождя не миновать. К дождю мы готовы. Взяли плащ. На этот раз взяли и зимнюю одежду, и снасти не забыли. В общем, ничего на этот раз не забыли. Так что развозим по-быстрому груз. Ну и будем пробовать рыбачить. Что сегодня получится, не знаю, но будем надеяться. Поехали! Погнали! Дождя походу нам не миновать сегодня. Как же нам без дождя? В общем, ну мы к нему готовы. Вон, одел плащ. Часть груза уже сдала. Осталось вторую половину отдать, и я, так сказать, свободен. Но это еще очень далеко ехать. Вот идет стеной. Как я вами говорил, вот это непогода. Где-то осталось примерно полкилометра до стены дождя. Идет белой стеной, поднимается ветер. В общем, чтобы прошло все спокойно и без переделок, это не по моему адресу. Меня и полоскает, и продувает, и все нормально. По волнам качает. Так что сегодняшний день у нас не исключение, но мы к нему готовы. Так что, если морда кирпичом, значит все нам нипочем. Погнали навстречу дождю. Помочила минут 15-20. Но так как шла туда, а мы шли сюда,
хорошей погоде. Дай бог, это было сегодня первое и последнее испытание. Это нормально. Главное, волны большой нет. Мы были в плаще и даже не промокли. Все, поехали дальше. В общем, у нас есть немножко времени. Погода прекрасная. И решил, в общем, совместить полезное с приятным. Остановился на перспективном месте, так как мне ехать вниз по течению, а течение у нас по пути, то почему бы не воспользовался этим случаем. Я поймаю двух зайцев, сэкономлю топливо, это раз. Во-вторых, может быть, получится поймать рыбу. Мне уже просто не терпится посмотреть, что изменилось у нас на реке за эти 3 или 4 дня уже прошло. Я уже 4 дня, да. Говорил с односельчанами, говорят, немножко рыба поклевывает, немножко окушок, немножко щучка. Жора нет, но поклевки есть. Так что достаем спиннинги, будем пробовать. Сначала пробуем вот эту воблер, буквально 2-3 заброса. А так как сегодня у нас есть снасти, мы поставим маленькую вертушку, ну такую двоечку где-то примерно, и будем обкидывать сначала здесь кувшинки, может быть что-нибудь клюнет, а потом там дальше идут перекаты, и будем обкидывать перекат в надежде поймать хариуса. Может быть возьмет. Приступаем. Все, первый заброс. Сначала мой незаменимый воблер от Сереги. Буквально 3 заброса. Если щука есть, если она хочет есть, она по-любому покажет себя. Ну что, друзья, попробовал я уже несколько забросов воблер. Попробовал силикон от джиголовки. Попробовал вот такую рыбку, блесенку. И поставил сейчас вот такую вертушку. Так, кто-то звонит. Пока выключаем. Итак, звонил житель деревни Нижней, Василий. Он говорит, я на реке, потому что, ну, я звонил ему, в общем, вчера вечером позвонил, сказал, что, попросил, чтобы я купил хлеба, привез, потому что магазинов в деревне нет. Купил хлеба, сейчас везу. Говорит, я на реке, ну, я тоже на реке, и, ну, увидимся. Так он поставил вот такую вот блесенку с мушкой. И хочу зачитать один комментарий. Пишет Андрей Глебов. Комментарий длинный, весь читать не буду. В общем, он мне советует так, что вода, когда большая, рыба не клюет, зацепить чебурашку 8-10 грамм, поводок флюорокарбон 30-50 сантиметров, и дело пойдет. В общем, пишет, что не на воблеры, не на крупные блесна. Так, секунду. Угу. Отказался, что он от ловли на блатные блесна. Блюфок супер-пупер важно, не важно. В общем, советует мне ловить на мепс 2 номера медного цвета. Аглия и лонг, они прям с мушками продаются, черного цвета, с красным хвостиком. Язь, окунь, щука хапают их на ура. Никогда их не подводят, улов приносят. Что я могу сказать Андрею? Ходил я в наш рыболовный магазин. Сколько, думаешь, стоят эти блесна? Да, я нашел медные блесна с черным хвостиком, с черной мушкой, с красным хвостиком, как ты рассказывал. Но ценник у них 500 рублей. У меня рука не поднялась купить эти блесна. В общем, вот поставили вот такую блесну. Это, конечно, не мэпс. Ну, тоже мушка есть, вертушка есть. Покидаем эту блесну. Ну, а мэпс что-то дороговат. Ладно бы там 100, 200, ну пусть 250 рублей. Но никак не 500. За 500 рублей у меня что-то при таком количестве снастей, вот то, что у меня есть чемодан, за 500 рублей я покупать, конечно, блесну не буду. Поймаем что-нибудь и на эти блесна. Сейчас увидим. Итак, проплываем
перекат. Вижу камни, глубина где-то меньше метра, полметра. Местами и того меньше. Вон камни вижу. Поклевок нет. Всплеска хариуса. Всплесков тоже нет. Вон сейчас ветра нету, видно хорошо. Если бы он плескался, было бы видно. Поставил блесенку еще поменьше. Вот с такой вот рыбкой. Вертушечка рыбка. Тройничок красно-желтый с точки атаки. И вот такая белая блесенка. И пока тишина. Значит, время хариуса еще не пришло. Хотя до поднятия воды, до подъема воды, он уже, говорят, начинал было поклевывать. Начинал, что плескался, я сам видел. А вода поднялась. И он перестал, видать, хотя и упал обратно. Но что-то пока не то. Ну, раз кидаем, покидаем еще до конца переката, может быть, на кого-нибудь голодного нарвемся. Хуже точно не будет. Река, течение делает свое дело. Мы движемся в нужном направлении. И заодно экономим бензин. Такие грязные блесна. На этот раз вот такая вот блесна. Ее присылал мне Евгений с Пензы. Пензенская блесна. Рыбы она переловила немало. И хариус крупный был, и щука, и язь. Что, я включился, вижу лебедя. Вот он плавает. Одинокий лебедь, не знаю. Камера отсюда, конечно, не возьмет. О, что-то было. Или об камни, или поклевка. Что-то тук-дук. Может быть и камни, потому что там глубина не очень большая, а блесна тяжелая. Ну, в принципе, это блесна рабочая. Уже несколько лет, года 3, наверное, ловлю на нее. Даже как-то было, потерял я ее, зацепился об кусты по большой воде. Потом искал с металлоискателем. В итоге нашел без металлоискателя на песке. Немного смыло ее, блестело на солнышке. Нашел, немножко потускнело, немножко крючки подржавели. Ну, работает. Рыба на нее ловится. Только не сегодня. О, лебедь Василий на лодке подплывает ко мне за хлебушком. Тоже с дорожкой, наверное, хариуса, наверное, ловит. А лебедь вот он, друзья. Не знаю, видно, не видно. Летают чайки, вот 3-4 чайки летают. И он между ними плавает в гордом одиночестве. Почему один? Обычно они пролетают наши места, летят прямо в тундру, там гнездятся. А этот или подранок, или не знаю, что он здесь один остался. Так, ну что, поклевок пока нет. Во, взлетел лебедь. Вон, красавчик. Не знаю, друзья, видно, не видно. Здоровенный, огромадный лебедь. Белоснежный. Красавчик. Ну, продолжаем полоскать блесну. Вот и Василь подъезжает. Четырехтактник вообще не слышно, как работает. Motori sozi kılveşik.
Четырехтактный. Здорово, Василь, здорово. Че, не клюет? Хватит лист вакуумить. Все. На блесну или на мушку? Ага. Свинка. Чалыны, да. Омуля, да. Там это, вот те чалыны, решимость, блядь. Ага. Понятно. Так, ну ладно. Знаете, хлебушка. Короче, вот такие вот половинчатые хлебушки. Адян, что написано? Пора на пенсию. Пора на пенсию, да? Ладно. Ты вот здесь пенсия уже? Ну да, он такой. Да, пойдет. На, держи. Ну, давай, счастливо. Бурак ищи. Давай. Эмка шадас. Вот так вот. Выпускает блесну. И потихоньку на четырехтактнике. Говорит, 2 раза что-то кто-то дергал, но это, скорее всего, язь. Тем временем у нас опять вот тучка набегает. Пару раз, говорит, кто-то дергал, пока ко мне ехал. Но поймать ничего не поймал, говорит. Так, ну что, поклевок нет. Надвигается туча. Поднимается ветер. В общем, опять власть меняется. Все, последний заброс. Да, нет. Одеваем плащ и едем дальше. Проплыли где-то километр, наверное, может даже чуть больше, может, ну, километр точно, не меньше. Ни одной поклевки. Так что по Хариусу еще рыбачить рано. И не плещется, и не клюет. Поехали дальше. Не хочет Хариус, будем ловить щуку. Так, ну вот. Одели плащ и вовремя. Уже начало моросить. Поедем потихоньку. Пошел дождь. Одеваем капюшон. Кукушонку купила капюшон. Одел кукушонок капюшон, как капюшон, и он пришел. Погнали. Так, ну что, работу свою мы сделали. Груз благополучно сдали. Все, теперь мое личное время. Это дорога обратно. Ну, а как я обратно поеду? Просто так поеду или порыбачу, это уже никого не касается. Это мое личное время. Так что остановились. Сейчас первым делом 3-4 раза. Остановились, друзья, на том месте, где мы в первую рыбалку, рыбалка в грозу, если вы помните, был ролик, поймал я 2 щучки с одного места, потом еще щучку, ези, окуни были, вот это. Сейчас я
на лодке не буду. Первым делом я пару раз сюда закину, блесну. Да, нет, потом перекушу, пообедаю и пройдусь пешком вдоль бережка, обкидаю вот этот каменистый плес. Я так думаю, рыба здесь должна быть. Ну что, попробуем. Достанем сразу ведерочко. Так, без ведра, конечно, рыба клевать не будет. Ну, что не приготовлено. Шапочку сюда, шапку-невидимку, чтобы подсохла. Намокла немножко под дождем. Дождик вон намочил раз, намочил два. И что-то неясная темень еще опять сюда надвигается. Вроде бы ушла, опять что-то крутит, мутит. Может быть и намутит. Поставлю вот такую вертушечку. Здесь камни, может быть окунь, может быть язь, может быть щука, ну, может быть хариус. В общем, может быть все что угодно. Смотрим. Буквально забросов 5 сейчас сделаю. Да, нет. И перекусим. Пообедаем, а то уже на обед у нас сегодня вкусняшечка с вчерашнего праздничного стола. Валентина вчера наготовила целую кучу всякого всего. 3 салата было. Замутили шашлычок. Шашлык был со свининки. Шашлык был с курицы. Хоп-хоп. Что это было? Или задела об камень, или это была поклевка. В общем, пожарили щуку с последней рыбалки. Всю на малосолку. Ничего не оставили. Рыба соленая была на столе тоже. И всю щучку пожарили. В общем, вкусняшки всякие разные на праздничном столе у нас было. Были напитки всякие разные. В общем, все нормально. Тишина, ты смотри-то, не хочет. Ну, не хочет, как хочете. Зато нормально, спокойно поем. Не буду уже спешить то, что рыба клюет, не клюет. Мы покушаем. Ну, а потом, может быть, и рыба захочет покушать. Перерыв. Отдохнем. И перекусим. Вот такая вот сегодня у нас вкусняшечка, вкусняшечка. Шашлычок, яичко и салатик. Дешево и сердито. Приятного аппетита. Спасибо. Небольшая пауза. Так, ну вот, подзаправились неплохо, плотненько так. И решил немного поменять снасти. Если не клюет на крупную, попробуем вот такую мелочевку. Вертушечку вот такую. Вот такую вот джиголовку с желтым хвостом. И хорошо отработал вот этот от Lucky John Бакара. Силикончик такой вот съедобный. Не съедобный, но пахнущий, это точно. Он с запахом таким. Такой, ну, своеобразный запах. Прошлый год на нее очень хорошо клевало. Сейчас попробуем вот эти все 3 блесенки. Одну блесенку, 2 джиголовки. И прогуляемся вдоль берега. Что-то есть. Опа. Блин. Походу язь. Ну да. Язёк. Взял на мушку. Первый язь. Вон лодка. Прошел метров 200, наверное. Только первая поклевка. Взял на мушку. Так, куда тебя кинуть-то? Давай сюда кинем пока. Надеюсь, потом мы тебя поймаем.
Вот в прошлый раз вот здесь вот мы 2 щук поймали в грозу. О, что-то было. Не, это об камни бьется, походу. Нет, 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 не об камни. Сход. Это рыба. Походу язь. На этот раз она схватилась. О, еще поклевка. Походу опять язь. Хороший язь. Окунь, окунь, окунь. Вон. Какой красавец. Красавелла. Ну вот Янцукадан. Садочек. Я думал, это язь, это окунь. Янцукадан. Хорошо, хорошо, давай. Ну вот и поклевки долгожданные. Это, оказывается, там просто рыбы не было. Так, ну вот и поклевка. И это у нас опять красавчик окунь. О, посмотрите, какие красавцы, а. Янцукадан. Так. Ну что, друзья, поплавайте. Бассейн. Все, понял, я вас распустил, значит, вас надо искать. Я-то думал, рыба не клюет, а она, оказывается, просто не везде, в определенном месте. Вот здесь сейчас, по идее, здесь должна быть поклевка. Нифига. Ну ладно, до первой поклевки. Сейчас камеру выключим, обязательно должна она быть. Есть! Только выключил камеру, вон, друзья. Вон, кабанчик какой. Язь, хороший язь. Клюнул на вот эту съедобную резину. Так, где наша лужа? А, вот наша лужа еще. Мы до места не дошли, получается. Мы повыше ловим. Отличный экземпляр. Ну, где вы, где вы? Вон, окунь. Язь, окунь. Ну-ка. 2 язя, 2 окуня. Блин, и глубина-то здесь приличная. Вот такой вот у меня сегодня садок. Как я буду с этого садка ловить, не знаю. А, с очком, если что. Подсак у меня есть. Так и есть. Вот только выключил камеру, и сразу же последовала поклевка. И такая мощная. Бах! Я же думал, щука, что ли. О, есть. Еще поклевка. Еще кто-то есть. Это хорошо. Вот в одном месте, вот сколько вот прошел, ни одной поклевки не было. А тут в одном месте она стоит, получается. Даже не тиховод, такое же течение. Вот что-то нравится. Была поклевка. Вот что-то нравится им здесь. За резину, за хвост, походу, дергают. А до крючка не достают. Опа, есть. Есть, есть, есть. Это кто? Это кто? Это подъязок. Это небольшой подъязок. Взял на мушку. Тихо, 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 будь. Тихо, 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 будь. Вот такой вот подъязочек. Намотал-то, намотал-то. Да я понский городовой. Иди, поплавай, дружочек. Вам сегодня здесь будет весело. Зато сохранится. Так, ну чё? Насколько велика здесь бочка с рыбой, не знаю. Но 3 язя и 2 окуня мы уже поймали, и поклевки есть. Так что покидаем, половим.
Вот так вот. Если не искать, подумаешь, да, сегодня не клевый день, и рыба не клюет, а оказывается, вон оно что. Пока есть поклевки, буду кидать этой резиной, потом как прекратятся, что-нибудь да поменяем. Все. Но камеру выключать не будем, потому что, ну, типа выключили. Опа, вот она, вот она, вот она. Вот она, есть поклевка, вот тебе и типа выключили. Вот она, вот она. Что там у нас? Опа, опа, это опять язь. Это опять язь. Взял опять же на резину. Тихо, тихо, тихо. Вот такой вот язечек. Раз. Я же сбился со счету. Ладно, разберемся потом. Окуня 2 это точно. А язя или 3, или 4 я уже. Вот здесь вот на одном участке вот рыба стоит и все. А сколько ее стоит, сейчас мы узнаем. А, сход. Есть сход. Есть сход. 3 раза хапала и 3 схода. Походу она только за резину цеплялась. Вот, есть. Окунь, окунь. Отлично. Ну вот. Потихонечку наш аквариум наполняется рыбкой. Иди, друг, плавай. Что ты, не стесняйся. Да куда ты пошел, дурачок? Иди, 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 иди. О, поплавай там. Аквариум, аквариум. Что-то пошло не так. Спиннинг мой обломанный. Сантиметров, наверное, 15. Двух колец не хватает. Опа, была поклевка. О, все, теперь так и будет. Разрезал их. Теперь так и будет. Придется откусить полностью кончик там. Была поклевка. Где-то вот здесь. Надо, скорее всего, потише проводку проводить. Опа, вот она. Еще была поклевочка прямо здесь, рядом с берегом. Вот тут вот. Ну. Опа, вот она, вот она, вот она. Окунь. Окунь, окунь, окунек. Нормальные окушки вон. Как-то вот так. Поплавай, друг. Клевка на блесну. Что-то хорошее. Окунь. Окунь, хороший окунь. Вот он. Красавчик. Еле-еле вот. Еще чуть-чуть и сошел бы вон. Поставил вертушечку вот такую. Пензенскую.
третий заброс. Прямо на глубине взял окунь. Так что она тяжелая. И в то же время крючок тройник крупный. Говорю, она универсальная. Она ловит всю рыбу, если она есть. Если рыба клюет. И щуку, и язя, и окуня. Так что будем смотреть. Будем кидать, чтобы рыбу поймать. Есть, есть. Опа, сход. Блин. Такой хороший что-то было. Походу крупный окунь. И прямо аж слышно было, как оборвалась губа. Такой резкий сход. Так, поклевки есть, уже хорошо. Если клюет, значит мы половим. Так, есть поклевочка. Опа. Есть еще один окунь. Опа. Ну чё? В аквариум? О, как здесь весело. Запускаем рыбу, зарыбляем водоем. Микро. Так, ну что, воблер у нас не работает. Он только, не знаю, была одна поклевка и все. В общем, цепляем опять резину. Да, и еще он выкопал такой кусок алюминия неплохой. Цветной металл, это часть от лодки, казанки. Пусть отмокнет немного, вся грязь волной убьет. Так что цветной металл еще нашли. Заберем с собой. Потом когда-нибудь сдадим. Поставили опять пахнущую резину. Лодка едет. Если и на резину сейчас не будет поклевок, то мы будем менять место. А рыбу пока оставим здесь, пусть поплавает. Поднимемся повыше и сплавимся по этому берегу, покидаем какую-нибудь крупную блесну в надежде на щуку. Поклевка, окунь. Вот, все-таки резина работает лучше. Отдай резину. Вот такая вот резина. И вот такой вот окушак. Ну чё, где там у нас? О, в одном месте главное стоят. Куда ты лезешь, дурачок? Иди туда. Блин, опять сюда лезет. Что ты на берег-то выходишь? О, поплавай там. Все равно на берег вышел. Ладно, надеюсь, успокоится. Так, ну что, окунь берет резину лучше, это мы уже убедились. Единственное, что плохо, на резине один крючок и не всегда бывает цепляется. Красная джиголовка, желтая резина, твистер. Опа, нет.
Что-то дернуло вроде бы как. Сейчас забросов 5-6 еще этой резинкой сделаю. Нет, так будем переезжать. Что-то поклевки прекратились у нас. А так все хорошо начиналось. Так, ну что, походу голодная рыба здесь закончилась. А то, что осталось, она не хочет кушать. Потому что поклевки прекратились у нас. От слова совсем. Это значит, пора менять место. Последняя проводочка. Если не будет ничего интересного, пожалуй, переедем. Нет, еще один заброс. Вот сюда вот. И все. И теперь точно, если не будет поклевки, переезжаем. Так как ветер северный, попробуем подняться на лодке против течения. Может быть, лодку будет поднимать. Опа. Что-то было. Не понял, или удар, или об камень. 3-4 схода было, еще здесь рыба есть, но не хочет. Ну и ладно. Пойдемте глянем, что мы поймали. Вот такой здоровенный садочек, аквариум у нас. И сейчас посмотрим. Если чайки не сидят, а сидят, так и бог с ним. Вот они плавают здесь, гасятся. Ну, да, пересчитать вас будет трудно. Язи, окуня. О, сбаламутили, и теперь даже не видать ничего. Ну ничего, возьмем сачок, подсак и будем ловить. Пока поплавайте здесь. Поехали.